Друзья, всем привет! Вы смотрите на Дай подкаст. И как и почти каждый понедельник, в прошлый раз нас не было, потому что не было особо и новостей. Но в этот раз, когда было много турниров, UFC, ACA, турнир Али Ахмедов промоушен по боксу, который прошел в Алматы, мы вот все втроем там присутствовали. Короче, есть что обсудить. И сегодня у нас бело-золотой состав, белое-золото. Жандарбек Кисимов, Ассаламу матчмейкер алейкум. Лиги Найза. Сарбас подкаст, Дидар, приветствуем. Всем салам алейкум. Сегодня настроя, вот, надеюсь, настрой это значит, что настроен звук, и у нас сегодня будет все с этим хорошо. Вот, поэтому сегодня мы в такой компактной компании обсудим все вот эти вот новости. Давайте с Давайте, UFC. прежде чем начать, пусть Ага, зрители напишут, как вам вообще то, что наш состав постоянно меняется. разный, но без измены Миша всегда на своем месте. Напишите в комментариях об этом. Напишите: "Мишу долой". Да. Окей, теперь можем двигаться к новостям. У нас был турнир UFC. Во-первых, был разыгран претендентский статус. Ну, он неофициальный, но в любом случае претендентский статус в среднем весе между Баралью и Имавовым. Кроме того, турнир запомнился еще тем, что уже занял вторую строчку в рейтинге турниров, где было бы самое большое количество досрочных побед. И, в принципе, карт в Париже, очень клевая атмосфера. Вот об этом сегодня и поговорим. Жанна, ты что-нибудь смотрел из боев? К сожалению, ничего не смотрел. Хорошо, мы тебя подключим к следующей теме. Давайте тогда Дидаром. Дидар у нас UFC-шку Да, я смотрит. посмотрел, был немножко занят, но я посмотрел последние два боя и посмотрел финиш Фахрудинова. Э, Давай Д сразу, наверное, про... Не, давай с Рената начнем, потому Да, что это интересная история. Ренат такой уникальный боец. У него сейчас, самая, по-моему, большая серия, ну, или одна из самых больших серий в полусреднем весе. При этом он не находится в топ-15 UFC, и как будто бы UFC вообще его не очень котируют. ну, он до этого выигрывал там решениями, спорными решениями. Возможно, из-за этого. Ну и досрочки у него тоже были. Кевин Ли, например, он досрочил его, причем довольно так эффективно и эффектно. Вот, но действительно, да, у него были и спорные решения, и были и решения, но он чередует. И плюс у него такая экспертная борьба все-таки. Да, и, кстати, да, стиль ведения боя у него немножко, ну, если можно так назвать, скучный. Но в этот раз он сделал хороший нокаут, и я думаю, UFC должны приглядеться к нему. Но единственное, почему, возможно, этого не произойдет, ну, возраст. Возраст, и как бы я не думаю, что он прям будет супер перспективен, да, в каких-то крутых боях за счет стиля и за счет того, что он уже возрастной боец. Мгм. Но если тоже вот смотреть по рекорду СНГшных бойцов, то один из лучших рекордов сейчас, вот, не самый лучший, но при этом там нет поражений в UFC, по-моему, 6-0, да. 6-0, да, в UFC. То есть одна у него бой, это ничья был, по-моему, и 6 действительно побед. То есть это очень круто. И в целом, вот мы говорим постоянно, что полусредний вес самый конкурентный интерес, там Шавкат Рахмонов дерется. И сейчас Ренат Фахридинов, мне кажется, в 15 завтра войдет уже во вторник. Вот, но у него, конечно, уникальная такая ударка. Надеюсь, он не обидится. Она колхозная выглядит, но при этом вот он даже вот этими колхозными ударами отправляет людей на Ну, конос. если она эффективная, пусть будет колхозная. Ну, Да-да, как бы видно, согласен. что там как бы все не прям отточено до техники, но если он этими ударами может нокаутировать, почему нет, да? Мгм. Ну и Ренат сам приятный парень, вот, такой на контакт всегда идет. Я с ним записывал, весогонку, как он делал, по-моему, даже несколько раз. И, ну, на UFC он, то есть, вот не против был и вообще всегда на контакт идет, хочет быть медийным, в этом направлении двигается. Прикольно. Ну и, кстати, он еще один из тех бойцов, кто постоянно дерется. Нет такого, что там подрался, пропал, и там и в Абу-Даби, и где-то в США, и вот сейчас в Париже. То есть он такой боец, кто не отказывается, да, от предложенных ему предложений для боев. Мгм. Окей, тогда можно дальше тоже по карду, наверное, двигаться. В целом там действительно было много финишей, но, наверное, тоже там для нашего зрителя смысла большого там обсуждать имена, которые там не самые популярные, наверное, нету. Вот давай тогда к Сенуа соглавному Бенвиди. и главному, да, бою вечера, чтобы тоже там долго не останавливаться. Блин, если честно, вот мне кажется, все списывали со счетов французского спецназовца, потому что думали, что его Руфи прям, ну, уничтожит, а оказалось, что у Руфи вообще прям, ну, борьбы нет. Он, я не знаю, как он, ну,
у него очень классная ударка, но то, что он в партере вообще ничего не может, я был сильно удивлен. И, порадовался за Сенуа Бен-Дени. Мгм. Ну да, я не могу сказать, что порадовался, ну и в Что смысле он и не как бы огорчился. закрыл свое поражение. Ну да, ну, хороший камбэк. Единственное, что, конечно, вот для меня все равно непонятно. То есть, Бенуа может точно вырубать ребят там за пределами топ-15, ну, даже за пределами топ-10, может побеждать их досрочно, уверенно. Но мне кажется, конечно, у него там чемпионских каких-то амбиций нету, потому что Однозначно. он слишком как-то дерется, мне кажется. Да, Прямолинейно. прямолинейно, вот именно как-то все вкладывает там душу, все деньги так он кладет, неумно дерется совсем. При этом это как бы круто всегда выглядит, хоть он и проигрывает, выигрывает. Ну вот, знаешь, я вчера бой посмотрел, и как бы я понял, что с крутыми ударниками он не вывозит стойки. И вот с крутыми борцами, такие как, допустим, даже тот же самый, Майкана, Мгм. он не вывозит в борьбе, то есть не может из-под них встать. И то есть про него можно смело сказать, что это средний боец во всех аспектах. То есть, но если против него дать чистого ударника, он его сможет забрать. Если, возможно, дать против там среднего борца, он его сможет перебить. Как бы, ну, мне вчера вот так показалось. И как бы я не ожидал, что Руфи, будучи бразильцем, настолько нулевый в борьбе. Ну, кстати, в Бразилии же очень сильная школа тайского бокса тоже, и там на самом деле это, просто то, что называется бразильское джиу-джитсу. Все привыкли думать, что все бразильцы умеют бороться. Это, кстати, ну, далеко не так. Вот Жанда тоже, наверное, знает, что многие бразильцы, они чисто там какие-то мастера спорта по, ну, Мгм. по их там системе. Черный пояс у них называется по муай-тай, Мгм. но при Мгм. этом по БЖ вообще, типа, не Да-да-да. умеют Ну, как бы работать. все равно всегда, когда в Мгм. представлении, когда бразильский боец, ты всегда думаешь: бразильское джиу-джитсу. Как Ну бы. да, это как Я думаю, есть Это просто стереотип, уровни, конечно. наверное. Есть уровни, с кем они мгм. борются, да? Ну, 100%. Это как вот, да, тоже про дагестанцы всегда думают, что это чисто борцухи, а на самом деле там сильная школа тайского бокса. Ушу Саньда. Ты же тоже ездил, да, на Сарево, Мгм. там по Ушу Саньда. Вот. Там тоже очень много ударников. Вот. И просто все как бы априори уже такие думают, когда против них выходит там боец из Мгм. Дагестана, то он будет с тобой бороться, а на самом деле. Там вот есть школа тайского бокса, Скорпион, по-моему, называется. Очень сильная, одна из самых сильных по миру вообще. Вот, поэтому да. Ну, мне тоже что то Руфи не понравилось, хотя я не списывал бы его сейчас уже. У него классный был вот прыжок, С колена, да, с да? колена, и на самом деле он прям потряс, видно было, и Да, урон поплыл. оставил на лице Бенуа де Сен-Дени. Вот. Но ты говоришь про уровни, согласен, но, блин, французская школа джиу-джитсу, я не знаю, насколько она настолько крута, чтобы быть лучше среднего бойца Бразилии. Как Ну, бы. родственник джиу-джитсу, дзюдо, можно сказать, Ну, да? кстати, да, французская сборная по дзюдо сильная ж всегда. Мгм. Он, кстати, Бенуа Сен-Дени, он же черный пояс по дзюдо. М. Он же как раз по Он базовый хорошо переводил. базовый Хорошо дзюдик, переводил. да. Вот. Мне еще очень понравилось, как, французы поддерживают. Я, если честно, ну, был удивлен. Ну, не знаю, почему-то все равно в голове как бы есть какие-то стереотипы, и ты думаешь, что, типа, Франция — это про моду, про круассаны какие-то, про там батоны. Кофе. Ну да-да-да, типа кофе с утра, на самом деле там люто А та может, они вот так, батонами. может быть, ну да-да-да, вместо палочек. Люто, короче, топили за своих Да. и очень жестко освистывали А как давно там у них иностранцев. проходил UFC? У них же, было долгое время запрет ММА, как сейчас в Таджикистане, но, ну, уже, по-моему, вот лет 5. Я щас могу обмануть, надо посмотреть, но, по-моему, уже вот лет 5 или там 4 года снят запрет, Мгм. вот, и стало в Париже проводиться турниры. А арест не проходит Вот, тоже? АРЭС как раз они и начали. То есть АРЭС же не А, такая старая организация, и вот мгм. как раз, появление АРЭСа, оно, как раз ознаменовало о том, что профессиональное ММА в Париже типа разрешено. И после М. этого и UFC там появилась. Вот. И действительно там "Октагон", по-моему, тоже там проводил, у них уже много и звезд. Кстати, интересная была история, вот насколько, тебе тоже, может, на заметку стоит взять как матчмейкеру. Должен был драться Питбуль на этом Мгм. турнире, и его соперник, чемпион "Октагона", он не сделал вес, Мгм. и ему перед боем, типа ему сказали, когда, что у тебя еще час, типа иди посиди в сауне. Он говорит: "Нет". Там у него причем не так много прям было, по-моему, 1,5 килограмма, что ли, не сделал. Могу ошибаться, но, по-моему, 1,5 килограмма он не сделал. И ему сказали: "Иди час еще в сауне посиди". Он сказал: Мгм. "Нет, типа, ну, и нормально, короче, я и Мгм. так выйду". Его уволили сразу же за это UFC. Хотя Мгм. супер популярный боец во Франции. М. М. Вот. И сразу как, типа, он пошел, ну, наперекор лиге, типа, сказал свои условия, и его сразу Это же был его сказали. должен был быть дебютный бой. Да-да-да, с Но Питбулем. мне кажется, вот сейчас UFC не церемонится. Если ты, типа, не идешь на условия, которые дает тебе UFC, изи, Да, увольняют. Жан, да, вот видишь, Да, бойцы, когда очень не слушаются интересно. тебя, что надо Как делать? его зовут?
Этот Черная пантера, у него никнейм, сейчас скажу. С Питбулем. Посмотри, в карде он есть. Кара пыль. Лосен Кейта, да? Да-да-да, Кейта, точно. Точно, Лосен точно, Кейта. вспомнил, да. Мгм. О, двойной чемпион октагона. Да-да, и он причем в октагоне 5 в побед. Гран-при лям поднял, то есть он прям, ну, такой долларовый миллионер, Мгм. миллионер. И, в принципе, он популярность имеет, и хорошее было приобретение для UFC. У него причем там дофига досрочек, у него одно И поражение. он должен был с Питбулем драться. Да-да, у него одно поражение только, и он там травму получил. То есть, Мгм. ну, прям интересный актив, и они просто вот так, типа, не пошел навстречу UFC, они сказали, иди нафиг отсюда. Мгм. Еще жесткая, да, И Питбуль политика. остался без боя. Да. Но это не в этот раз, это было... В этот. В этот раз было? Да, М, Точно, точно. Помню, что, блин, Питбуль должен был где-то подраться и в этот раз. офигеть. Было бы интересно посмотреть чемпион Беллатора против чемпиона Октагона. Да, конечно. Ну и плюс Еще все и равно UFC. Питбуль, он уже староват, ему 38, а этот парень, он реально 20 перспективу имеет. 27 лет. Вот, 97-го да, года. 10 лет 10 лет разницы у них. разница, офигеть. Короче, непонятно. Может быть, конечно, UFC его еще раз ему дадут шанс, но Уроженец Гвинеи, оказывается. история, да, странная максимально. Ну, не И странная. я уже видел всякие, как это, предполагаемые бои, что дальше для Бенуа Сен-Дени. Короче, бой с Чендлером, типа, в Белом доме. Ладно, если вот так убрать Белый дом, но просто бой с Чендлером сам по себе, я думаю, будет интересно. Они как бы по уровню плюс-минус одинаковые, мне Я так кажется. не считаю. Мне кажется, у Чендлера нет уже давно уровня. Он, в принципе, от всех отлетает. У него был уровень, не знаю, там, 5 лет назад, но не сегодня уже. Он Когда просто он дебютировал в UFC? Ой, блин, давно. давно дебютировал, да. Как будто Он, вчера было для меня, если Он честно. просто Так давно не время дрался. такое. да, он просто дерется реально раз Время в так. год. Он Мгм. очень, даже может быть и реже. Он Конора сколько Конор ждал. виноват из-за этого, по идее. Ну да. Нет, я думаю, что типа Чендлеру есть смысл только с Конором драться, и все. Он уже, ну, не знаю, в легком весе я не знаю ни одного бойца, кто... Я думаю, даже интереса нету, наверное, да, у людей уже. То, что проигрывают, уже Ну вот, людям кстати, мне неинтересно кажется, по смотреть. фан-базе у Чендлера все хорошо. Ну, он просто такой, типа, американский Да, мужик, да. типа, А, улыбается, там, кстати, белые зубы. да, интересно, вот именно 70 килограмм же мы сейчас Мгм. обсуждаем. Вы видели то, что Фергюсон выиграл малазийского блогера Да, по соленого боксу? соленого паппи. Да. Прикольно было, Ну да? да, но единственное, конечно, остановка был щит, если честно. Там, М, ну, Рано. типа, не отсчитывали нокдаун в Мгм. боксе и просто сказали, типа, ладно. У него ничего не получалось же по бою. Вот этот побеждал Солт Папи. И в тот момент, когда просто у него получилось развить атаку, он канатом прижал его, сразу же рефери такой, все, я ставку поставил, надо заканчивать. Ну, вообще, да, прикольная история для Фергюсона. Он 8 лет не побеждал. Я вот думаю, Блин, что... 8 лет, А прикинь. до этого 12 лет не проигрывал, что-то Да, да, такое, да, да? да, да. 12 лет не проиграл, 8 лет не Или побеждал. В общем, сейчас посмотрю 20 точно. лет. Или... И сейчас выиграл бой Ну, это по малазийского боксу, блогера. правда. Ну, в любом случае, я думаю, для легендарного Не, бойца если мы сейчас говорим про бокс, сейчас немножко, да, вот хорошая такое концовка. ответвление сделаем. Видели, когда Жалко. Рентил в Так, нокаут я Рокхолда отправил? про 8 обманул, конечно, 5 лет. Нет, Да? 6 лет. 6 не побеждал. М. 6. Прикиньте, вы помните, как, ну, это турниры были как бы Да, параллельно, Рохолд, как да. Рокхолда в нокаут отправил Почему страшно. параллельно? Это один и тот же турнир был. Один и тот же, да? Да. Это главный бой Это вечера бокс был. был, да, я почему-то думал, что они У М. кого на главный этом... бой вечера? Даррен Тилл? Рокхолд против Даррена Тилла, да. А это где проходил турнир? Англия. Англия? Блин, ну Интересно. там Я просто видел страшный, highlights в этом страшный нокаут Инстаграме. для Рокхолда прям. Ну, Ну, старый, Рокхолд уже... согласен. А он, ну, не то, что старый. Вот про него же Хабиб рассказывал. Они же в AK тренировались вместе. И он рассказал, что тоже сверходаренный дядька. Но, типа, очень любит кайфовать. Он, типа, там, девчонки, клубы, типа, ночные. И он всегда при этом в форме там оставался. Просто у него какая-то там нереальная генетика. Очень, типа, И Ну, у сильный. еще него в он какой-то момент такой, челюга его подвела. как Вот в ему последних нужно боях. быть, мне кажется, актерами, моделью сейчас Он, да, уже. он же и моделью и есть, по-моему, он является Мгм. моделью. То есть Люк Люк Рокхолд. Рокхолд. Кто Да, сразу? сразу Вик такая, мой любимый боец. Модель Гуччи. Вот у него проблемы с челюстью начались, наверное... Кто его, пояс забрал у него? Биспинг. Нет, Нет, Усман. Нет, не Усман, Вайдман. Вудли. Не Вудли? Биспинг у него пояс забрал, вышел на Биспинг. коротком Окей. уведомлении. Да. А А Вайдман потом, он победил, наоборот. да. А потом еще, когда Юлия Ромеро вышел и просто его челюгу, вот, я не знаю, на ней просто крест поставил смачный. Ну, мне тоже, знаешь, кажется, что типа от таких ударов, какая бы у тебя челюсть ни была, она в любом случае, мне кажется. Биспингу проиграл, потом Йол Ромеро проиграл, Блахович.
Блахович, Последний Пауло бой он Коста, проиграл этому Даррен Барачинию Тилл. Да. в UFC. Но этот бой был капец офигенный. В плане, он же был его последним, плюс он там проиграл решением. Нет, в плане Ну и там вот странно было, они что-то в крови были, целовались, типа, короче, да, да. нет, в плане то, что Максимально странно. я, кстати, наверное, после этого боя и этого не взлюбил, наверное, Барачинию? да, Паулу Косту. То, что он там говорил: "Я тебя нокаутирую, я с тобой это сделал, то сделал", вышел, а Рокл чуть-чуть не победил, как бы, да. Он там еще прощальный бой, он там выходил: "Давай, короче, рубись". И вот этот бой был капец офигенный. Блин, даже, может, его и пересмотрю Мгм. как-нибудь. Да мне просто кажется, что там, если тебя сильно бьют по голове, то какая у тебя челюсть не была бы, ну, как бы дело не в челюсти, наверное, может быть, и в таймингах каких-то, и вот в том, как ты тренируешься. Мне просто кажется, что Рокколд просто, типа, хотел заработать хорошие денежки. Против Даррена Тилла? Ну да, Ну, блин, я согласен. Мне кажется, ему там очень-очень хорошо заплатили. по-любому. Это же на Дазне, короче. Ну и а, после этого он сказал: "Все, я больше нигде выступать не буду". Ну, мне кажется, тоже до хорошего контракта. Сейчас ему скажет какой-нибудь этот Сейчас он Джейк Пол. восстановится, голова пройдет болеть. Да, Джек блин, Пол если еще и скажет. Джек Пол его нокаутирует, я не знаю уже, там уже можно. А вообще, по идее, получается, Даррен Тилл должен был боксировать против Масвидаля. Да. А Люк Рокхолд должен был боксировать против какого-то Дайрен Стюарт. Да-да-да, у них там поменялось. Даррен Стюарт тоже бывший То же боец самое у UFC. Фергюсона другой соперник был. И вот этот Салт Папи, у него тоже другой соперник. Да, Вообще, там по все идее, поменялось. если честно, если так посмотреть, 4 боя последние, все начали между собой драться. Вот так. Мне кажется, там твой брат матчмейкер. Да, мой брат мой, Что, спасибо. главный бой вечера? Да, главный бой вечера, Дилан собственно, Деннис. Имавов против Баральо, Кайо Баральо, боевого ботаника. И в целом я тоже, ну, был уверен, что Имавов победит, но бой неплохой получился, кстати. Вот многие пишут, что бой, ну, был скучным, но если с точки зрения там вот каких-то технических навыков посмотреть, мне бой очень сильно понравился. Как Имамов его ловил постоянно. И заметили, какие быстрые руки у него? Я вообще удивился, что очень быстро Мгм. выбрасывает. Ну, Прям его не просто так снайпером называют. Тут, кстати, еще тоже такой момент, его почему-то многие забывают. Ну, я не видел в обсуждениях его особо, что Баральо же страховал бой Чимаева и Дрикуса месяц назад. И он тогда сделал вес, на весы вставал, и получается у него за 1 месяц 2 весогонки, Мгм, 84 килограмма, а он сам, ну, довольно крупный парень. Ну, мгм. как и все топы. А, ты считаешь, что сказалось, да? По-любому это, ну, мне кажется, что это не может не сказаться. Мгм. Вот поэтому там он был не в своей, мне кажется, праймовой форме, но в любом случае, конечно, у Имавова руки очень быстрые, хорошо защищался от борьбы, от попыток, хотя их не так много было в первом раунде, Вначале как бы было. было чуть-чуть, и потом что-то, мне кажется, Кая понял, Мгм. что не сможет. Ну да. Оценки чуть тоже странные были в бою. Там один судья насчитал 50-45. Остальные Да, 4-1. 46, да, 49. Но, ну, в целом 46-49 адекватная оценка, потому что третий раунд точно за Каю. Но можно было там и 2, наверное, дать. Но в любом случае, то есть Тималов точно победил в этом поединке. Вот, и теперь интересно действительно с Чимаевым, насколько Будет будет ли бой. противостояние? Ну, я, насколько знаю, они друг к другу хорошо относятся, да? Они Они вместе тренировались. вместе Хотя и Каю тренировались. тоже с Чимаевым вместе тренировался. Мгм. Ну, просто я так понял, у них там намного, ну, теснее они, чем с Кая Баральо. Плюс, ну, там, братские народы. Мгм. И интересно, да, так что один дагестанец, который во Франции, второй чеченец, который в Швеции стал бойцом, и вот так вот сейчас встречаются в UFC. Мгм. Ну, могут встретиться в UFC. Ну, не знаю, мне кажется, у Имава вот не то чтобы шансов нет, но очень мало шансов против Хамзата Чимаева. Если только он его сейчас в стойке не подловит, я думаю, Чимаев его, ну, на голову точно выше в борьбе. Ну, определенно, но вот там все тоже говорят после боя, что типа все, Чимаев бы обоих бы съел бы там за один вечер. Ну, они же борьбы не показывали, то есть мы вообще не знаем, как они там. Все вспоминают там старый бой Имавова против Алина, где Ален перевел тогда Имавова. Ну, во-первых, Имавов тогда и победил же, и во-вторых, ну, Ален это хороший тоже борцуха. Да, не уровня Хамзата, но прям хороший тоже борец. Он очень там сильный грэплер и, в принципе, там на земле держит хорошо своих соперников. Поэтому, не знаю, мне кажется, что неплохой достаточно бой, но я больше жду, наверное, еще... Сейчас, скорее всего, это пока что обсуждается, но там с большой вероятностью уже будет Эрнандес против Деридера. Мгм. Вот, и мне кажется, что, Победитель этой да, пары будет? победитель этой пары, он более интересен
для Хамзата стилистически, потому что он именно борцуха. Мгм. Что Эрнандес хорошо борется, что Деридер хорошо борется. И прям вот эта пара именно будет более конкурентна, наверное. Ну и Имамов тоже интересно. Просто, насколько я знаю, Имамов, он на первой строчке, и как Мгм. бы для него логически он, то есть он и подрался раньше, и то есть бой, соответственно, с Хамзатом можно организовать раньше. И он на первой строчке, для него самый логичный ход сейчас только за титул. И как бы, да, Эрнандес против Доридера тоже интересно, но как бы, мне кажется, они дерутся уже за тем, кто будет следующим. Ну вот, кстати, Эрнандес, у него тоже, по-моему, самая большая сейчас в среднем весе серия из побед действующая. Мгм. Вот, поэтому, что он, если победит, то у него будет еще больше, получается, серии из побед. Что у Доридера интересная тема, что он за супер короткий срок сделал большое количество боев с топами, и сейчас тоже, то есть, может заслуживать статуса претендента. Ну, Ну, у Дридера часики тикают, ему по-любому надо быстро либо добираться, либо оставаться гейткипером. Одно из двух. ну, не знаю, не, он уже точно не гейткипер, то есть он уже вошел в топ. То есть он... Не, имеется в виду, то есть у него же, наверное, была тактика такая, либо он быстро доходит до титульника, либо он там остается гейткипером хорошим, который будет так, ступенью для претенденты. Ну, гейткипер — это больше типа про типа вход в топ-15, наверное. Вот. А так, ну, он уже то есть, точно доказал, что он топовый боец с его там нестандартной ударкой тоже и хорошей борьбой. Ладно, давай, чтобы не томить Жандарбека, поговорим про... У тебя сейчас есть несколько Секунд. подписанных контрактов. Вот, про какие-то прикольные бои расскажи, которые будут у нас на Изе в Оскимени. Найза 77, 27 сентября в городе Ускемен. Да, у нас главный бой вечера Иламан Саясатов против Казбек Сагын. Этот бой будет, как правильно сказать, претендентский бой. Тот, кто выигрывает, будет драться за пояс. Мгм. И, как вы знаете, Казбека проиграл последний бой в мае против Багдата Жбануша. И этот второй бой, я думаю, ну, имею в виду этот бой в сентябре, который будет проходить, будет не менее важным и не менее, как правильно сказать, трудным. Да. Да, трудным боем для него. И плюс к этому в этом же турнире будет Сейчас, драться... давай про вот этот бой тоже чуть поговорим. Там же тоже замена прошла, раз мы много сегодня о заменах говорили. Мгм. Тоже изначально должен был быть другой соперник, да, у Сесата? Нет, они должны были между собой драться. Должны были с самого Да. начала. Секундочку. Да, должен был драться до этого Ермахан. Я просто тоже, да, помню, Да, что... Ермахан Орнтаев. Ермахан Орнтаев, если не ошибаюсь, в конце мая, в начале июня получил травму носа. Я видел, У него мы просто с ним частичный перелом был. встретились, я записывал, ездил в Дартим сейчас, Артем Резников уже будет драться уже на этой неделе. Мгм. Я про него влог делал и встретил его как раз, и он мне показал, типа, нос, говорит, вот у меня, типа, травма носа, Мгм, не мгм. обманываю. Частичный перелом у него носа, да. В связи с этим вместо него Причем ему, вышел по-моему, Казбек. осу сломал нос. Значит, это не знаю, кто именно сломал нос. Сейчас получается, да, правильно ты говоришь, вместо него сейчас Казбек Сагын выходит на этот бой. Ну, это интересно было вообще прям. Э, С точки зрения, он же претендентский, я так понял. Да-да-да. Вот с этой точки зрения, вот такой прям, который вызывает интерес, и победитель этой пары реально будет заслуживать подраться за титул. Мне вот просто интересно теперь, по идее, логично, что должен быть еще второй бой, Мгм. то есть у кого-то, чтобы выявить второго У нас же претендента. 57 вакантный. Да, Да. вакантный. Второй бой будет у нас. Это Ин Синжао, который выиграл Милана Гусейнова. Сейчас у Мгм. него рекорд 9-5. Против него два разных варианта, к сожалению, сейчас пока есть, потому что у него соперник снялся с боя в связи с тем, что он попал в аварию. Соперник попал в аварию? Да, Мгм. соперник попал в аварию. И теперь вместо него, может быть, выйдет даже Булат Заманбеков, который уже в Лиге М. Найза 5 М. выигрышев, одно поражение. Последние 5 боев, если не ошибаюсь, дрался в разных лигах, в Мгм. том числе One FC, в А Булат и китайской лиге. Казбек не с одного? Нет, Сов Булат и Казбек до этого занимались в Дартиме, да, Мгм. были они в одной команде. Сейчас Булат выступает от имени Сахпротим. М. Плюс к этому еще он локальный боец, сам с родом Ускимена. ты И хочешь прям в этом же карде сделать? да, все верно. М. Булат сам по себе он вольник, борец, китаец тоже самое джитсер, в тот раз видели, хорошо борется. И может быть Булат выйдет, может быть даже Ермахан Саясат. В принципе, они оба согласны драться с китайцем. И Синжао. А Елеман Булат-то Саясат? будет согласен потом, если что, с Казбеком драться? Я это тоже сказал.
менеджеру Сахпрутим о том, то, что тот, кто выиграет этот бой, следующий бой будет драться за пояс. И там может быть соперник либо Иламан Саясатов, либо Казбек Саран. И они согласны с Аскар, этим, окей. да. Даже Ермахан тоже согласен драться. Но я думаю, если с той стороны Казбек Саран будет, ну, выиграет, может быть, а с этой стороны Ермахан выиграет, вот тогда, к сожалению, у Ну нас да, мне тоже боя кажется, что уже не они не будет за пояс, согласятся да. уже. Мгм. Вот такие вот сейчас на данный момент. Азизхан и Чошанбиева, да, ты Да, подписал? Азизхан Чошамбиев сейчас, пока мы его подписали на одноразовый контракт, потому что хотим посмотреть его бой. Один из них вот сейчас, ну, соперник, который вышел, Мирбек Тулигенов, Мгм. который последний бой выиграл, если не ошибаюсь, в августе Мгм, в выиграл UFC. совместном турнире Fight Nights и Eagles. У него до этого был длительная пауза. Сейчас на данный момент получается, он сейчас каждый месяц Да, вот, будет кстати, забавно, драться. что он долго очень ждал боя, а теперь каждый месяц хочет Да, драться. да, да. И для него он тоже хорошая возможность. И для Азизхана, я думаю, такой нормальный соперник. Для первого боя он, кажется, тоже длительное время, наверное, полгода уже не дрался. М. И хороший бой у них получится. Мирбек Тулигенов, я его знаю из Панкратиона, с ПМА. Он и в борьбе хорош, и в стойке хороший. И драться будет нормально. Я думаю, у них интересный бой будет. Одно место за ними в мейн-карде точно. Вот такие вот Казбек дела. против Саясатова. Главный бой вечера. Да, все верно. У них по 3 раунда будет. Ну, 3 раунда, да? Да-да, по 3 раунда. Муай-тайц против рукопашного Мгм. боя. А почему 3 раунда? Сами не захотели? А, Из-за того, что бойцы, у них, скорее всего, вот смотрите, 57 килограмм за пояс будет бой в ноябре. За пояс. И в связи с этим мы хотели бы вот 3 раунда подраться, и чтобы уже через 1,5 месяца могли подраться за пояс. Мгм. До конца года хотим выявить именно, кто будет чемпионом на легчайшей весовой категории. Ну и так как карт 27 числа, Мгм. состоится, то еще чуть позже остальные пары, наверно, ты расскажешь, да? Да, остальные пары у нас, вот, местные парни, многие ребята будут драться, которые вот некоторых, наверное, многие фанаты ММА не знают, потому что они известны в узком кругу. Да, Ерзат Сахабанов будет драться в этом карде, который дрался в Семее. В прошлом году, в декабре, хороший бой организовал против Ермахана. Да, кстати, Орнтаева, помню. кстати, да, Да, он, да. если не ошибаюсь, чемпион мира по гировому спорту. Сильный парень. Сейчас все ребята, кстати, проходят сборы в Надо Дартиме, если проверять не ошибаюсь. перчатки, чтобы у него На гири не бой с гирями, да, подложены. будет Да, выходить. да, да. В этом же карде еще будет драться Нарбол. Он до этого у нас дрался в Найзаджик Пижик. Сейчас будет выходить на основной карт. Он такой, как можно правильно сказать, Хандас с Китая. Он Мгм. такой молодой зумер с прикольной прической, так Сколько что лет? ему, если не ошибаюсь, 22 года. Мгм. Нефор. Нефер. А также вот молодой тоже проспект с Еркинкыша Газиз Аманжолов с рекордом 4-0. В Найзаджик Пижик один бой выиграл. Будет сейчас тоже в основном карде драться. И Серкинкыша, который? Да, и С такой Еркинкыш. прической. Да, да, все верно. Кучерявенький. Да, кучерявенький. Такой прикольный боец, интересный, Я его своеобразный. комментировал бой. Да? Ну, на Жик-Пижик, когда он дрался. Мгм. И в основных картах у нас еще кто? Ребята с Жикпижика, тоже сам Агар Шумабеков. Может, вы видели, а может нет. Он дрался на Жик-Пижик. 2 боя провел. В основном карде еще не дрался, если не ошибаюсь. Один раз дрался. Если не ошибаюсь, в феврале. В феврале в Костанае. После этого он один бой провел на Жик-Пижик. Тоже сильного бойца выиграл. Ну, для своего уровня с Уральска Тимурлан Абдрахманов с рекордом 3-0. Оба показали очень качественный бой на Жик-Пижик. Оба 3-0. Сейчас вот идет с рекордом 4-0 против бойца из Пакистана будет биться. Из Пакистана его зовут Билял Хусейн с рекордом 4-1. Тоже молодой, 23 года. Посмотрим, какие бои они могут показать. Из реалити, кстати, Хазрат, как его фамилия? Возвращается, да-да-да. Да, Шарипов, кажется, возвращается тоже в лигу, тоже подерется с представителем страны Пакистан. А с кем он последний бой проводил? Что-то помню, такой у него был хороший соперник. Да, против него дрался Адель Шакар.
Все, Да. да, вспомнил. Составные, да? Одноклубник Бигжана Аблкасыма, да. Мгм. Молодой, хороший ударник, Да, нокаутер. Вот вспомнил. у них бой был, если не ошибаюсь, досрочный, кажется, Да, проиграл он его по тогда. печени, кажется. Да, в тот же вечере Глеб Жагрин Мгм. дрался с Серкиблан Сисимбаевым. И вот Хазрат сейчас вот вернется против пакистанца с рекордом 4-2. Тоже опытный, довольно известный в Пакистане боец. Сейчас вот, я думаю, хорошая возможность для них будет в целом показать себя или же вернуться в победную тропу. Слушай, а Бигжан Аблкасым где сейчас? Что давно не слышно, не Сейчас видно. Бигжан Аблкасым проходит сборы в октябре. Они с Бигжаном Ходжариевым будут драться за временный пояс супер, как правильно Легкий сказать, вес. супер наилегчайший Минимальный. вес, да? Минимальный вес. Минимальный вес, да. В минимальном весе. И сейчас, если не ошибаюсь, Ходжалиев проходит сборы в Грозном, а Аблкасым проходит сборы в этом Еркінкүші. На данный момент Еламан Саясатов, Багдад Джубанош, Бигжан Аблкасым все сейчас в Еркінкүші находятся. И тот же самый Газиз Аманжол. Все проходят А сборы почему вместе. временный пояс? Пока у нас чемпион Багдад Джубанош является, в связи с этим сейчас они будут Ну драться за да, не временный оставлял пояс. же пояс. Да, Не, за временный типа, пояс. почему не претендентский? Я думаю, оба бойца достаточно такие Заслуживают, хорошие бои, короче, да, да? заслужили хорошие Ну, бои. серии, да, у провели, обоих в 53 нозе. именно. Да, у одного 3-0, у одного 5-0. Тем более Бигжан Аблкасым там по сайту, по рейтингу Fight Matrix в то же время хорошего индонезийца выиграл. И Который был первым номером, да? да, якобы. Но, если честно, по качеству Не боев Ходжалиев разве выиграл его? Ходжали выиграл, да, я А. про него говорю. Мгм. И вот сейчас они будут драться в октябре. Плюс к этому еще на 84 будет драться бойца. Али Батрудинов против Нодира Хаджонова. То же самое за пояс 84 килограммов. Но уже вакантно. У них, да. Ну Нодира да, Хаджонов. Ермеков уже подписан в ACA. Мгм. А также мы еще увидим возвращение элитного кикбоксера Бейбулата Исаева в сентябре. Мгм. 27 сентября. Сейчас мы Это планируем... который нокаутировал там за несколько секунд. Не, в первом раунде, в С- конце, с кажется. ноги, С который, Правый да? хайкик, да. Да-да-да. Хайкиком. Да. В Алмате здесь. Да. Блин, это Он жесткий очень нокаут много был. боев провел именно One FC в K1. Сейчас вот мы ведем переговоры подписать его на долгосрочный контракт, и он хочет light heavyweight, как правильно говорить, Полутяж. в полутяжелом весе, да, кстати, будет драться в нозе. Сейчас он хочет начать именно карьеру ММА в Лиге А Нозя. дебютировал в тяжелом он, по-моему. Ау? В тяжелом же, да, дебютировал он? Да, 93 плюс. Сейчас на данный момент, вот вчера буквально общались, у него вес сейчас 97, 98. В связи с этим он хочет на 93 килограмм спуститься и драться в этом весе. Мгм. Там тоже титул вакантный, да? Да. И я думаю, классный, интересный боец. У него есть будущее, у него есть и хороший опыт в целом в любительском Ну и спорте. ударников все любят. Да, ударник. Нокауты любят все, да. Мгм. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас
Подпишитесь, для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз мына жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. Раз тоже про Найзу заговорили, наверное, стоит отметить, что Николай Киоссе сейчас дебютировал успешно в лиге Fury FC, американской промоушене. Он победил Абдулазиза Децелаева. Это тоже боец, ну, достаточно известный, не знаю, тех, кто следит за Вестником ММА. Мы с ним интервью записывали в свое время. Он завирусился тем, что в спаррингах с Ильей Тапури смог ему поставить сечку и, ну, такой в нокдаун отправить, можно так, наверное, сказать. Ну, тогда остановили спарринг, вот. И у них был довольно такой лютый бой, кровавый, и Киоссе нокаутировал Децелаева. Буквально сегодня у тебя видел это, как он ему в корпус пробил, да, с правой. И прям, ну, шанса не оставил сопернику. Причем ты Да. писал это долго. Первое поражение за долгое время, да? Вот. За всю карьеру вообще. Первое вообще Да, поражение. Абдулазиз не проигрывал, да. А рекорд у него какой был? 5-0. 5-0? Они оба, у них, ну, похожая история в том, что они оба поехали в США для того, чтобы построить свою карьеру в Америке. Вот Киоссе после победы над Нурбеком, а Децелаев, по-моему, у него тогда был 2-0, что ли, или 1-0 даже. Децелаев в Киллклиффе тренируется, а Киоссе в Джексон Ринг ММА. Вот. И теперь вот интересно, да, посмотреть, какое у них будущее будет у обоих. А вот Fury, после Fury FC, то есть там они в какой весу играли? 70? 70. 70? Легкий вес, да. Интересно, поможет ли этому теперь попасть в UFC? Или Ну, в любом случае, то есть бои в Америке тебе, ну, дают возможность того, чтобы на тебя матчмейкеры американские обратили внимание. Причем еще такой был, да, бой? Да, бой хороший был, главный, еще и статус у него был хороший, главный бой вечера. Мгм. Вот он сначала там, ну, реально первый раунд тоже был такой прям крутой. Короче. Получается, если не ошибаюсь, как его Децелаев до этого уже дрался, выиграл бы один бой Да-да, Фьюри. не, у Децелаев прям в порядке, он в Киллклиффа, вот он там на постоянной основе тренируется, живет в Америке, то есть это хороший боец. All In Combat еще вот Да, у них 2 боя выиграл, он получается. еще выигрывал Максима Дивнича, по-моему, вот я не помню, либо по профессионалу, либо по панкратиону. Вот не знаю, есть ли это в Топологи. Сейчас, секунду, профессиональный сейчас посмотрю. Наверное, Дивнича нет, наверное, я это был думал, по аматор. панкратиону, либо, да, по аматорам. Вот. Короче, хороший боец, я к этому говорю, что Децелаев хороший боец, что Киоссе тоже хороший боец. Вот, и бой тоже классно показали. О, кстати, он еще, оказывается, Рамазана Гасана в 2020 году выиграл. Ничего себе. Прикольно. Чемпиона Найза. Дивнича выиграл то же самое. По панкратиону или в чем? Да, это аматор, сейчас, секундочку вам скажу. Это у нас Санкт-Петербург Панкратион Чемпионшип. Да, панкратион. Дивнича то же самое. Помню. это. Кстати, 77 оба. И мне кажется, это в одном же турнире было. Нейбар, что это Гран-при. такое? Колено. Колено? С колена выиграл Нет, Рамазан ну, выход Гасан. на колено. А? Ну, колено. Рычаг колена. Рычаг колена. Дивнича тоже рычаг колена, прикинь. не против про UFC чуть поговорить? Да, В плане, конечно. мы не обсуждали бой, анонсированный Бигзат Алмахан против Александра Тапури. Ну, он этот тоже, бой тут надо классный. делать небольшой, не знаю, спойлер или что, короче, attention, что это бой еще не официальный. Да. Я просто зашел на сайт UFC, и там вообще как бы официального карда вообще нет еще в Катаре. Но при этом уже объявили бой Асу Амабаева и Бигзат Алмахана. Да. Ну, опять же, это сами как бы команды сказали об этом. Мгм. Поэтому пока что, да, ну, надеюсь, эти бои состоятся, но есть там небольшая вероятность, что может и не состояться. Как вам вообще такой матчмейкинг? Потому что я обрадовался. Да, прикольно, на самом деле, вот тоже иногда думаю, что некоторых бойцов UFC прям любят, и мне кажется, что Бигзат Алмахан один из них, потому что ему прям очень интересные предложения дают, что изначально Нурмагомедова он получил,
потом получил тоже Катону. Катона все равно это как бы, ну, не ноунейм в UFC. Ну Хоть да, там, может быть, дважды победитель ТАФа. да-да, что, может быть, там для какого-то фаната, который не следит за UFC, может быть, там Катона это никто, но на самом деле Катона есть в UFC Причем имя. же они дрались еще в Канаде, откуда Катона Мгм. родом, то есть для него это бой был такой. Ну да, его постоянно, то есть, Бигзата постоянно, скажем так, ну, в сложную ситуацию ставят. То есть, Умар Нурмагомедов — это там непобежденный проспект из зала там Хабиба Нурмагомедова, и потом уже претендент на титул, да, UFC. Потом Катона, который местный боец сейчас, это тоже очень, а, именитый боец, это брат Ильи Тапури, его тренер, который очень круто дебютировал в UFC. И на самом деле, если сейчас Бигзат выигрывает, то это прям он банк берет. Да, буст хороший у него для карьеры. Ну, блин, то, что ты говоришь, Тапурия хорошо дебютировал, мне не показалось так. В плане, Ну, слушай, он много лет там не дрался. Ну ну, и вот в любом если случае вот не вдаваться в контекст, что он много лет не дрался, много контекст важный. тренировал. Нет, имеется в виду, вот если голый бой брать, Хорошо себя показал. Он там он типа показался бойцом ММА. Он там и боксировал, и боролся. Не знаю, мне понравился как бы, ну, дебют. скажу честно, меня просто он не впечатлил, да. Все равно, когда мы там вешаем какие-то У тебя чё-то ярлыки, пипикает? таблетки Нельзя пора нажать, пить. что ли? Я не знаю, она сама А, пипикает. А это что? что это такое? Наушники. Нажми на них. Тебе на Шо? наушники звонят? Что случилось? Я не знаю. Ладно. Ты мне со своими наушниками мысль сбил. А это украденные какие-то, что их кто-то ищет по этому, По знаешь, по локатору кто-то локатору? ищет, да. Отдай наушники хозяину. Полицию. Мои. Все, отключай локатор. Мгм. Чё мы говорим? Ну, короче, не впечатлил Про меня. Топурию мы Я говорим. я я говорил, что в любом случае для Бигзата хороший бой в плане Да, очень клево. По имени, Топурия, да, вот не при том, что, мне фамилия, кажется, 99%, наверно, можно сказать и 100, что Илья будет в углу у да. брата. Это как бы круто уже, то есть уже какие-то заголовки, уже, то есть пересечения тогда там. Считай, что Бигзат уже пересекался с Ну да, чемпионом, да, с да. Хабибом, там, с Исламом, и теперь будет А в этом плане, конечно, очень круто. Вот говорю, что ему, ну, с одной стороны, можно сказать, что очень везет, потому что действительно сразу дают такие крутые шансы, но с другой стороны, тут и цена, то есть такая высокая, потому что шансы высокие и уровни соперников высокие. То есть там бой с Умаром мы видели, теперь вот интересно, да, как с Топурией. Но если, ну, у Бигзата действительно на момент боя с Умаром были проблемы с борьбой, то сейчас, не такой борющийся соперник у него вроде бы. Вот поэтому, если в ударке, будет очень интересно, потому что Бигзат, он реально складывает людей, у него очень там хорошая нокаутирующая мощь. Вот так что классный матчмейкинг. И, если честно, в этом поединке я фаворитом Бигзата вижу. В том числе потому, что мы соотечественники, но и как бы если брать там количество боев, да, он намного опытнее, чем Мгм. Александр. Если брать там какую-то нокаутирующую мощь, то она на стороне Бигзата. И то есть он еще был в таких тяжелых ситуациях, как бы с Умаром Нурмагомедовым, ну, в бою, да, то есть проявил характер, то есть у него есть определенный характер. А как бы про Александра очень мало знаем, ну, кроме того, что он старший брат Ильи Тапури. Я еще удивился, что он старший брат, я думал, ты братишка. И, как бы, вот если вот это все сопоставить, конечно, я вижу фаворитом Бигзата. Не знаю, я, ну, наверное, пока что воздержался бы вот от выбора именно фаворитов. Я подождал бы, действительно, пока официально анонсировали. Ну, бой, мне кажется, точно будет непростой, но очень крутой. То есть в этом плане прям это такой, на самом деле, джекпот для Бигзата. Еще одно Нокаут. большое имя. Нокаут. А? Нокаут. Нокаут? От кого? Я думаю, по-любому нокаут будет в этом В бою. этом бою будет нокаут. Ну, вероятность высокая. Вероятность высокая, согласен, вероятность высокая. Но, опять же, может быть, знаешь, после того, как все увидели, что Бигзат нокаутировал Катону, может быть, поуменьшилось у всех желание с ним, типа, в прямой размен заходить, потому что Катона до этого там никто его не мог уронить. Может быть, теперь уже там, знаешь, они подумают, потому что прикол Алекса, даже зовут брат Топури? Александр, да. Александр, да. Все говорят, что у него очень, типа, аналитический ум в ММА прокачанный, и он там ставит план на бой брату, и, может быть, он действительно подумает, что зачем мне рубиться, типа, с ударником хорошим, элитным. Лучше, типа, буду пытаться его бороть, как делает Умар. Ну, что Но это при такое? этом вот, если взять его дебют,
ну, стойка один в один, как Ули Топури. Вот это вот все Мгм. маятник, они там пытаются подловить на удар, и как будто они свой стиль уже поменяли под такой бокс, да, Мгм. можно сказать, чтобы именно Ну, рубить с руки. может быть. Но в любом случае, это тот бой, который я вот с удовольствием посмотрю и буду ждать. И бой Асуал Мубаева тоже предварительно Мгм. команды подтвердили, что будет в Катаре. Кстати, даже Асу, я помню, в сторис выходил, говорит, давайте теперь всей толпой в Катар полетим, типа А пошумим. он, ну, мы с ним записали небольшое интервью недавно. Вот, Мгм. я еще не выложил его. Я пока просто не знаю, в каком формате лучше выложить. Просто когда я Артема записывал, влог, Мгм. Асу тоже теперь, наконец-то уже команды стали вместе все тренироваться, то, о чем я давно говорил. Сейчас Дартим вместе тренируют, Сак Про Тим, Fight Club. Вот еще другие ребята тоже туда, я так понимаю, приезжают на общие спарринги. И там Асол Мабаева встретил, он точил ударку. Прям вижу, что он очень сильно на ударке сейчас акцент делает. Вот, и интересно, ну, то есть бой должен быть точно, ну, то есть Асул подтвердил его, Мгм. вот, бой точно должен быть. Его вызвал как раз-таки вот бывший претендент на титул, Мгм. да, Перес, Мгм, кажется. мгм. Да. Тоже с точки зрения там интереса тоже или там продвижения Асу тоже хороший поединок, то что типа бывший претендент и так далее, хоть и он там не сильно Он, высоко находится в рейтинге, да? да, он на одну строчку опережает Да. Алмабаева, он 8-й, по-моему, Асу 9-й, вот. Но да, в любом случае это движение вперед, как бы, да, это когда ты дерешься с парнем, который выше тебя в рейтинге. И вчера еще увидел новость, что как бы нет уже еще главного боя. Конечно, понимаю, что маловероятно, но кто-то форсит инфу, что типа Шавкат будет драться против... кто там был? Это Шон Брейди. Нет, Нет, уже я же тоже не несколько верю, раз. но кто-то Нет, уже главный тут... бой вечера говорили, что должен быть Хукер против Царукяна. Это Вот, вообще... говорят про этот бой. Про Шавката он уже 100 раз же опроверг про Брэди. Короче, почему хотел про Катар поговорить. А, Ты как человек, который был на UFC, в целом, ты говорил мне как-то, что когда Абу-Даби делали первый турнир, он был прям, ну, намного лучше, чем все последующие турниры, которые были в Абу-Даби. Мгм. И хочу туда поехать, и, Надо обязательно. и хочу туда собрать такую небольшую группу людей, сразу толпой, короче, и поехать туда. Короче, ну, пусть это будет звучать как реклама, но просто реально мой хороший товарищ Паша, он занимается Мгм, поездками на UFC. мгм. Ну, это как дружеская реклама, потому что действительно многие ребята, мои знакомые, через него ездили, так что если надо, я дам контакт. Окей. Вестник ММА можете посмотреть. Просто реально мой товарищ, он занимается этим уже давно, много лет. И они, наверное, получится ну, точно дороже получится, чем ты сам это все сделаешь, Мгм, но зато точно ты там гарантированные билеты на хорошие места, плюс они там подписывают какой-то мерч от бойцов. бойцов UFC и Мгм. потом тоже вот дарят своим клиентам. Поэтому, да, если хотите, то заходите в Вестник ММА, Слушай, а там информация. какие хорошие места считаются с точки зрения там зрителя на UFC? Ну, Выход бойцов. да, на самом деле, кстати, Жанда вот прям 100% прав. Наверное, если говорить про атмосферу, то надо брать на дорожку, где выходят бойцы, потому что, М, ну, во-первых, там можешь сделать крутой контент, мгм. что ты можешь там и пятюню дать, и там, не И знаю, у кого-то шапку кепку украсть, украсть, да. да. Вот, ну, Вот сидит осуждаем, в кепке. осуждаем. Не, если был бы у меня шанс, я бы тоже украл бы. Не один раз еще надо. Осуждаю. Сколько? 12 пар, 12 шап. Продавать Мощно. после боя. Жанда сам делает бои, потом сам ворует кепки у бойцов. Вот, да, это самый, наверное, атмосферный, плюс в целом оттуда видно неплохо. Просто юмор в том, вот многие, наверное, это не совсем понимают, что с телека реально смотреть приятнее бои. Если только ты не сидишь у клетки. Вот когда мне дают, типа, хорошие журналистские места, Мгм. там в целом прикольно смотреть. Ну и опять же, вот честно скажу, мне с телека смотреть приятнее, потому что с телека у тебя вообще нет никакого расстояния. Правильно говоришь. Я Вот. тоже, когда вот возле октагона сижу, ничего не видно. Ну да, Сетка вот это сетка, типа. мешает. А Да-да-да. когда ты сидишь еще Угол. где-то, знаешь, вообще на галерке, там, Да, вообще тогда невозможно я помню, смотреть. что когда я был в Саудовской Аравии на UFC, мне один раз или два раза, сколько уж там был турнир, не помню. Короче, точно один раз мне дали говняные места, которые были на трибунах. Мгм. И один раз у клетки. Ну, у клетки, типа, окей, можно смотреть бои. Ну, и в целом это прикольно. Ну, опять же, у меня там такая насмотренность, что мне уже не так прям интересен сам бой. Ну, может быть, какие-то там моменты интересны, но в целом мне интереснее результат, чем бой. И то, что там вокруг боя творится. Мгм. Но когда мне дали вот на галерке, на трибунах, то есть там еще вот эта тупая арена была, я не помню, как она называется. Но суть в том, что там просто гигантское расстояние,
именно увидеть вообще хоть что-то, что Ты смотришь происходит. просто Ты через смотришь на этот экран, ты вот бокс. так вот смотришь на экран, Мгм. ну, типа, ну, я не знаю, я вот, ну, просто я по работе как бы езжу. Если бы у меня был бы выбор вот сидеть на трибунах за километр от клетки, либо из дома смотреть, я лучше бы из дома посмотрел, там чипсики поставить себе, можно колу попить, не знаю, что-нибудь такое, чаечек заварить. Мне больше так Лишь бы нравится. покушать. Ну да, да, то есть, но атмосфера, конечно, именно в UFC надо ехать ради атмосферы. Атмосфера сумасшедшая. В Катаре, мне кажется, так как дебютный турнир, там тоже будет много народу. Плюс, если карта действительно сейчас укомплектуют, туда обещают и Шара Бульта поставить. Поэтому если Против прям... Паула Коста. Да, ну, опять же, там это его тренер Гора Зизян, он сказал, что нет. Геймплан видишь, кстати, да? Пол Коста что хочет, Да, да? блин. Вообще. Да, Вообще, я ну, не Ты чё, в знаю. глаза... осуждаем. Это, конечно, бред. Ну, у него, кстати, вообще странное чувство юмора немножко. Бывает иногда прям хорошие шутейки у него. Он в Твиттере очень много там пишет. Но иногда, конечно, да, какая-то дичь. Да, Ну, в шутить, глаз да, минус балл. шутить про это. Ну, это как минимум не по-джентльменски. Ну, у него, да, какие-то странные чуть приколы. Причем, когда на него наезжает, он сразу, типа, заднюю жестко дает. Как с Мгм. Чумаевым, там, он мой обижал жену, там. Да. Хотя там Ну, тоже... кстати, если брать с точки зрения там интереса, тоже хороший Да, матчмейкинг. конечно, классный. Причем, что совсем недавно у Коста была победа над Романом Копыловым. Поэтому, да, это прям кайфовый бой. И стилистически тоже кайфовый. Два ударника. Вот. То есть Катар хороший карт, но при этом стоит не забывать, что UFC в Дубаях тоже сильный карт. Во-первых, это чемпионский бой в тяжелом весе, наконец-то, Мгм. для, Том Аспинал да, для Тома против Аспинала, Сирил Гана. наконец-то. Вот я к этому говорю, что он временный чемпион, уже Не, столько он времени. уже полноценный чемпион. Ну да, ну то есть типа закрепляющий бой должен же быть Мгм. все-таки. Он полноценный чемпион, который... Ганну вообще вернется или не вернется? Ну, в Чего он PFL, делает? наверное. Он последний, там у него плохая была новость, что он сбил девушку на мотоцикле, Да, которая, насмерть, да, по-моему, да? Еще ну, она типа, он кто-то говорит, другой виноват, да, что-то такое было? виноваты типа врачи, что они долго лечили. Что такое. А, Ну, короче, да, как Ага. дичь, так что не знаю. В целом, наверное, за деньгами он вернется. Но у него тоже какая-то странная история, что несколько раз PFL в Африке проводили турнир, А его не уже два было. раза. Да. Он типа президент PFL Африка, и он не Мгм. ходит на турниры. И все такие Да? типа, о чем прикол? Ну, он типа представитель PFL. Короче, да, какая-то странная история. При том, что он типа сказал, что в первый турнир PFL в Африке там не было африканцев, поэтому я решил не идти, а во втором турнире были только африканцы. И он тоже не Он пришел. такой, там только Ну африканцы, я да, решаю. короче, что-то... Ну, блин, может быть, UFC и правильно сделали, что уволили, раз он делает такие Да непонятные все, мувы. UFC же действительно, они, знаешь, поняли, что у них вот есть один человек, который там как карты мутит, как-то там Конор Макгрегор, что он может Мгм. какие-то свои условия давать, но это Конор Макгрегор, а все остальные бойцы, все, типа, мне кажется, UFC не хотят такого повторения, чтобы кто-то им навязывал свои какие-то там, видения на ситуацию. Вот. Окей, про анонсы, да, поговорили, про то, как поехать тоже. Паш, привет, и да, заходите на Вести КМ, смотрите, как покупать туры на UFC. Ну, посмотрим, я тоже посчитаю, сколько это выйдет. Смотри, ну, я говорю честно, да, самому всегда дешевле, но самому всегда сложнее. Мгм. Я, например, не люблю париться вот по всему вот этому поиску. Плюс еще билеты будут у перекупщиков. Это надо как бы еще искать, знать кого-то. Вот самый простой вариант вот, сделать так вот, поехать. Кстати, у Паши можно и билет тоже купить. Вот, минутка рекламы закончилась, час рекламы, полчаса рекламы, да. Если кто не понял, Да, ну нет, ну реально мой кореш, что ты скажешь. Ладно, короче, давайте поговорим про бокс. который был в Мы с тобой Алмате. были, и Жанда тоже был на Да, боксе. да, да, классный вечер был сейчас. Давайте, да, поделимся просто тоже. Хоть у нас и про ММА, но надо, наверное, все на турнире были, поделиться какими-то своими впечатлениями. Жанда, поделись впечатлениями. Да, прикольный был вечер бокса. Али Ахмедов, кто еще там, Жанкош Тараров, Баласа Муздуман, 3 боя. Последние 2 боя, если не ошибаюсь, все были, как правильно сказать? Конкурентными. Ну, в принципе, да. Судейским решением закончился бой. Ну, у Балусы не могу сказать, что был конкурентный Не, Ну, бой. только два у боя Жанкош предпоследних. Тараров Да, и Али Ахмедов. да, у них были. Я думаю, Али Ахмеду чуть трудно было, наверное, восстановиться после поражения, да? Мгм. Может, Ну, чуть побаивался тоже, да, знаешь. да, да. Ну, соперник тоже хороший был. Бился до конца, попросил реванш после боя. Я желаю только победы, больше успеха для Али Ахмеда. Жанкуш Тараров, я не знаю сейчас, где теперь будет биться. У Потому Жанкоша что последний... 29-0. Он сейчас повторил рекорд Хабиба. Ну, Да, правда, у в боксе. него последние бои все в Казахстане, конечно. Да, у него 6 последних боев в Казахстане. Мгм. Вот.
При этом я тоже чуть не понимаю, ну, вот условно у тебя 29-0, ну, Мгм. окей, до этого был там 23-0. Мгм. Почему он в Америке не дерется? Я с ним чуть-чуть поговорил про это в интервью, но вот прям какого-то конкретного ответа. Мне кажется, вот это вот бокс, это такой дремучий лес, когда ты можешь быть сколько угодно крутой боец, но если твоя промоутерская команда не может тебе выбить бой, то ты так и будешь там условно локальным Мгм. бойцом. Мне кажется, вот это самая большая проблема бокса, что до определенного периода сильнейший не дрался с сильнейшим. И, допустим, почему даже сейчас дерется Кроуфорд против Альвареса? Альварес сторона А, он говорит, подымайся ко мне, и мы там... Они не дерутся на нейтральной весовой какой-то категории. Ну, понятно. Ну, Ну да, как бы там очень тяжело сделать супер крутой бой. Вот, мне кажется, вот в этом самая большая проблема бокса. мгм. Допустим, сейчас наших всех боксеров Ну, Жанко же был чемпионом IBO. IBO. Да, но он сказал, что если ты год не дерешься, тебя Окей. титула автоматически лишают. То есть, а он не дрался там почти 2 года он не дрался. Поэтому там правила такие. Ну вот. Раньше, по идее, Жанко Штураров был большой звездой в Казахстане именно в боксе. Я не знаю сейчас, есть ли такие надежды, как раньше, и подраться за океаном, Мгм. и делать крутые результаты. Но я думаю, уже время пришло у Баласа Муздумана драться за океаном, Не, за она вообще, серьезные конечно, такие да, красотка. титулы. Да? Стопудово. Ну да, в смысле, Я мне думаю, кажется, она знаешь, что готова уже ко у нее всему. действительно там супер нестандартная для бокса внешность, в плане того, что, ну, она действительно очень там красивая девушка боится. Мне кажется, что это может как-то привлечь каких-то промоутеров, Мгм, мгм. потому что все равно Вот, и еще такое она очень уважают. популярная. Вот, периодически Да. я боксеров выставляю у себя в Инстаграме, и как бы, м, Они и делают себе репост. да, и как бы, если не ошибаюсь, никто настолько хорошо не вирусится, как Балуса. Мгм. Да, у нее Что в социальные ТикТоке, да, сети. что в Инстаграме у нее очень хорошие охваты, и там так вот, да, 50/50. Кто-то, как бы критикует, да, за оппозицию, кто-то, наоборот, хвалит там за красоту и там напутствие на будущее. Но она, у нее действительно там много чего прикольного. Про внешность уже сказали. Она в целом-то и боксирует хорошо, и плюс она разговаривает хорошо, разговаривает на нескольких языках. И у нее свой стиль есть, она всегда выходит там даже на там face-to-face в каком-нибудь хорошем костюме, там Мгм. Да, она стиль и в национальных определенный костюмах есть. тоже. Да, я вот с ней тоже большой подкаст недавно записывал. Классная. Ну, реально, то есть прям приятный собеседник, и только удачи хочется пожелать. Да, вот единственное, как бы бокс в целом, да, сейчас не на особо хорошем счету, как бы с точки зрения, да, там смотрибельности. А если говорить еще про женский бокс, то это еще Мгм, мгм. тяжелее, но с другой стороны, там оппозиции не особо много, ты можешь быстро стать каким-то большим чемпионом. Ну, как Да. бы по меркам бокса. Вроде да, вроде Сейчас в да. Казахстане, если не ошибаюсь, пока сколько вообще девушек именно в Ангелина промбоксе? Лукас, Фируза Шарипова. ну, Фирза Шарипова давно не дралась. Уже 2-3 года есть, кажется, да? 2-3 Или года? больше, да. Вот я не Я был помню. точно на ее... она на Фай ММА дралась же. Она по Да, ММА и дралась. как бы она, мне Всё. кажется, с боксом уже все. И вот есть 2 боксерши у нас, вот это Балуса и Ангелина Ну, Лукас. очень сильная сейчас любительская сборная. Там Сейчас сейчас... вот новая молодая девушка Илина Базарова, которая дебютировала РД Боксинг. Мгм. Вот Точно, она очень вспомнил, сильная, да-да-да-да-да. кстати, хорошую узбекскую боксершу выиграла. Такая, смотришь, реально атлетически развит, прям сильная девушка. И она тоже не менее привлекательна, чем Бауса. Я думаю, она вот у нее есть Как зовут? большое будущее. Илина Базарова. Тишина Илина, смотрит. напишите Жанде. Чего угодно, что ли? Нет, реально. Извините. Мгм. Ангелина Лукс вот Таразе подралась, если не ошибаюсь, да? Мгм. Против какой-то Чемпионки Да, там же был мира. какой-то Там еще латиноамериканки. скандал, скандал был, потом она да, сказала, да, что да. типа она подает в суд на тех, кто этот скандал начал. Короче, там прям Мгм, какая-то мгм. Вот Санта-Барбара. сейчас на данный момент получается 3 активных боксерши Надо в было вот, МСС. я не знаю, я вот с Балусой про это тоже говорил. Давно надо было сделать бой по профикам, у них в любительском же уже есть. Лукас против Балусы. Это реально, мне кажется, что действительно громкая вывеска. В свое время даже Камил Гаджиев понял, По что это 50 тысяч крутая долларов предлагал, история. Да, насколько я знаю. предлагал действительно большие гонорары для женского бокса. И, в принципе, если Камил Гаджиев предлагает деньги, значит, он видит какой-то медийный потенциал в поединке. А Камил Гаджиев, как мы все знаем, он как бы разбирается в том, что продается там на телек и что будут смотреть люди. Так что, конечно, вот этот классный бой. Но я спрашивал у Балаусы, она говорит, что, ну, типа, мы сказали да, они что-то там забуксовали, поэтому
бойня. Как его зовут? Ангелина Лукас. Ангелина, вот у нее тоже охваты большие, если не ошибаюсь, в Ну вот, социальных сетях. знаешь, вот... А меня ты не осуждал. Осуждал. Он сказал большие охваты. Понятно. Большие охваты, позвоните Жандарбеку. Я Это- думал, ты что, гонишь, что ли? Просто, знаешь, вот по моему опыту взаимодействия с обоими боксершами, мне, конечно, Балауса намного как бы она Мгм. открытие, потому что на каком-то из ивентов, то есть по-моему, на All Star боксинге Я тоже хотел про это сказать. С ней была свита целая, охранники какие-то, мужики. да, кого? ее промоутер, У который там кого? говорил, У что Ангелины там не подойти вообще. Да? да, что типа я говорю, можно интервью записать, там, Не, сори, не, мы не не. даем интервью. Запишитесь через нашего И как пресс-атташе. бы, а сама Ангелина при этом сказала, давайте запишемся, сзади на английском говорит, типа, короче, нет. Да это детский сад, реально, знаешь, если бы это был бы, я вот понимаю, я вообще ко всем бойцам, если ты типа Конор Макгрегор там или Хабиб Нурмагомедов, я могу это понять. Но там при всем уважении, если ты Ангелина Лукас, типа менеджменту отказывать от интервью, это смешно. Ну, то есть я не знаю, ну, это честно, какого уровня сейчас Ангелина Лукас в плане там медийки? Не знаю, у тебя, мне кажется, подписчиков столько же. Меня убьют за это? Ну, надеюсь, не убьют. Не, Нет, ну просто тут же реально голые факты, как вопрос к бы, менеджменту очень серьезный. тут как бы, насколько, по-моему, даже я пытался позвать Ангелину Лукас на подкаст еще, когда Мгм. да, и как бы там не было обратной связи, насколько я помню. Ну, В короче, смысле, я не если, напрямую выходил. Может, надо если наши интересовать трупы найдут в деньгами? лесу, то все знают, кто А? виноват. Заинтересовать деньгами, может? Нет, Типа, где за деньги никто не платит. Ну, адекватные люди не платят за интервью с деньгами. ну, типа, ты должен ей заплатить, и потом Не-не, это Ну, она гоним, будет. ты камон, чё? Так никто не это делает. вообще не... Даже у звезд Да, мировых, так никто не да? делает. Ну, типа, кто так делает, тот зашкварник. Поэтому, Серьезно. да. То есть платить за интервью — это уже странная позиция очень. Да. Поэтому я никогда никому не предлагал и вообще против того, чтобы кому-то платить за интервью. Дарлин, Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Ой, я забыл, кого зовут сейчас. Что-то ты рассказывал, он не в Да, я рейтинге. рассказывал это. Он, с Денисом Тюлюлиным дрался. Это Всё, наверно. Думас. Мгм. Дюма. Дюма? Да, короче, и он попросил, типа, журналиста заплатить ему, по-моему, $1000 за интервью. Тот сказал, ты что, гонишь, что ли? У меня там, не знаю, был Джон Джонс на подкасте, а ты, типа, просишь у меня $1000. Вот. Да, бойцы Тема. странно Мгм. себя ведут, и не стоит так себя вести. Это в первую очередь вам нужно, точно не нам. Я не думаю, что Дидар что-то потерял, что у него не было там на подкасте. Седрика Дюмас. Да, Седрик А, Дюма. кстати, этот Тюлюлин, он все еще дерется или его уволили? Его уволили из UFC, но он ждет хорошее предложение. Так что, Жанда, если у тебя какие-то есть, то Денчик сделает нам какую-то хорошую Middleweight. скидку. Да, средний вес, классный парень. Да, Будет я хороший его кореш. знаю с 21 года. Ну и UFC. что, мы говорили про бокс. Еще хороший бой был, знаете, вот кто до Балусы дрался, парнишка, он еще дрался с нашим соотечественником, такой прям, не помню, как его зовут, Сейчас, секунду, вам но скажу. он очень хорошо отбоксировал в плане... У него рекорд 6-2, у соперника казаха 2-1. Его зовут Серикбаев. Не знаю, фамилия Серикбаев. Мгм. Против Дауд дрался. Да, и вот там такой, знаешь, мне понравился с точки зрения конкуренции бой. И вот, знаешь, я вот, смотря на весь турнир, вот когда первый бой был, наши соотечественники между собой дрались, и вот этот, наши соотечественники дрались, он по зрелищности был намного лучше, чем когда наши дрались против привезенных бойцов. То есть Нуржан Серикбаев. я понимаю, почему привозят иностранных, то есть они, скорее всего, в рейтинге выше. Нет, не знаю, Ну, может быть, кто-то этим и действительно на это ориентируется, но обычно потому, что очень легко продать, типа, там, Казахстан против Бразилии, там, Казахстан против Америки, а когда ты говоришь просто, типа, два дерется бойца из Казахстана, это не так там продается для промоутеров, просто это уже такая старая немножко история, вот, что всегда вот, типа, побить иностранца — это круто, что там, особенно если у него там другой цвет кожи, то, типа, это круто. Вот это пошло, мне кажется, с 90-х или не знаю с каких. да, ну просто я вот сейчас, если брать заголовок, возможно, да, там, или там афишу, что Ну наш да, против наш не нашего, побил американца, да, типа. но если брать, допустим, качество боя,
качество зрелищности, да, или там конкуренции, когда ты смотришь, когда 2 соотечественника дерутся между собой. То есть мы все понимаем, какая у нас школа бокса. Там просто, ну, красота. Да, согласен. Мне кажется, тоже давно надо сводить, типа, своих ребят, и в целом. Что? Надо сводить своих ребят, и в целом, есть там Центральная Азия, есть, и там, Россия рядом. Действительно, там много очень конкурентных ребят, и они, главное, что в одном языковом поле находятся, и можно хоть что-то типа между ними сделать. Трэш-ток, А условно. да, Поговорить. да, американец, он, ну, не знаю, он ничего не скажет, бразилец ничего не скажет. То есть сегодня он приехал, а завтра он уже не приедет, его забудут. Поэтому мне тоже кажется, надо делать свои какие-то локальные истории, В они любом намного случае, интереснее. я с вами точно полностью согласен, Ты да. уходишь, что ли? Подводишь итог уже. Ну вот, к примеру, да, была история там Ануарбек Мотиватор против Мухита Да Амантаева. у него все, у Норбека там какие-то истории, что он действительно там как-то раскачивает Чисто всё. Просто свои. тут, нет, просто тут Он конкретно, да, раскачивает про больше, бокс. чем бои проводит, Да, да? да, Шах-Казах, у него же был тоже прикольная история в Найзе же. Да, просто тут конкретно мы говорим, если про бокс, то вот он его прям на бокс вытягивал и прям, ну, Продавал это было интересно, было бы посмотреть интересно. для всех. Да, потому что и Мухит хороший Мгм. боксер, и Ануарбек хороший боксер. И опять же, ну, Но Мухит в боксе не они дрался. оба, ну, скажем честно, они оба, ты просто говоришь, хороший боксер. Это, ну, громко немножко Для сказано. своего уровня, Они братан. оба очень и медийные, и очень прикольные. То Для есть, своего да, не, уровня. я Дело не имею в в их виду хороший боксе, боксер а в плане, они дело на в их одном уровне, медийке. что нет такого, что там Мухит лучше Ануарбека, и они выйдут, и там кто-то Мгм. кого-то задеклассит. Что вот Это мне... же, братан, то же самое, как это Саль Папи против, не Да, знаю, да, как вот мне этого тоже зовут? Блин, Тони блогер, который... Фергюсон. Не, который выигрывает всех боксеров. Джейк Джейк Пол. Пол Да, типа Нет, такие. Джейк Пол это прям очень высокий уровень, будем Да? честными. стал, Думаешь, прям? стал. Не то, что даже по боксу, и, в принципе, и по медийке. То есть у него вообще там и медийка Реально, очень да. высокая, и бокс хорошего Он уровня. ближе как Мистер Бисту, думаешь, да? Или не ближе будет? Они По... близко Да? находятся. Да, Мистер Бист может быть чуть популярнее, но в целом они близко находятся. Айшоу Спид Ну, в А боксе, Нуарбек? популярнее, наверное, думаешь, Джейк или Пол, нет? мистер Биста. Джейк Пол популярнее или Айшоу Спид? Джек Пол, мне кажется. Тоже не знаю, они из одной, короче, весовой категории. Ну, весовой категории в плане популярности. А по Нуарбеку у него прикольная история, что он сам себя сделал, по сути. Он еще Вообще, YouTube что-то влог да, снимает. пришел ни с чем, по сути, Да. и смог за короткий срок действительно получить там громкие бои и заставить там о себе Мне кажется, он просто всех вот так говорить. пришел в ММА. Нет, точнее, он кулачку уже на маде начал высыпать. Посмотрел по сторонам. Блин, походу, надо это все комплексы взять. Блок поставил, сундук, и все, начал, короче, Да, стопудово. Вот. раскрываться. И Мухит, мне тоже попадались его, вот когда рилсы смотрю в Инстаграме, как он там в каком-то костюме Зорро, у него там там много Тренировка, тысяч да? лайков там. Да, он там типа, ну, у него какие-то там эти, как называется это? Он в свое время, знаешь, как залетел в инфополе? Он начал показывать как бы приемы боксерские. Там у него всегда было вот это вот ее хук, хара кор юрен, смотри, учись и наблюдай, типа такого. И вот он там показывал, как надо, как не надо. И со временем это начало вируситься, и он оттуда начал уже вот это развитие, потом плюс спарринги, плюс вот это все, и вот так вот. И за Мгм. счет такого контента он стал Да, популярным. ну, прикольный в плане вот рилсов, прикольный контент у него, поэтому, да, хорошая история. Нас просят уже Заканчиваем. заканчивать. Мы не поговорили про ACA, тоже, на самом деле, хороший был О, турнир. да, кстати, Там Альберт да. Туменов, там дикая история с этим произошла. Суши-мастер, Блин, я сегодня только Который что на работу суши? шел сушистом. сушистом. Когда он Какая-то разминался, дикая история. Он, ты не видел это? Есть такой сушист. Бойца знаю. Мешков он в фамилия этом у делал, него. да-да-да, дрался в Казахстане. Да. Точняк, он дрался Алаш против Нормально. Брадия против Кудайбергенова. Рустем Кудайбергенова Да-да-да. на Да, Рустем замену, кажется, Кудайбергенов вроде, был да? на Да-да-да-да. Маде на кулачке, дрался против А так должен Тимурлана. был Рамазана Мгм. Кадиева драться. Да, хороший, ну, на самом деле, не уровня, мы поняли, не уровня ASA, но хороший боец, при этом и медийка у него там присутствует. Он ударник хороший, партер у него нулевой, вот, потому что Рустем его прям борол, хотя Рустем для меня типа прям Ударник, ударник, да. боксер. Мгм. И у него, короче, какая дикая история случилась на разминке. Он разминался с своим тренером, ударил ему хайкик, вырубил его. Тренер ударился головой, сломал ключицу, кровоизлияние у него было в голову, типа. Короче, вообще какая-то жесть. Это было за 20 минут до боя. Он вышел и потом за 18 секунд отлетел, по-моему. Вообще, да, дикая история. Плюс там была жесткая травма, как у Андерсона Сильвы. Адам Богатырев, Ага. тяж. Мгм. Он также, нога у него запуталась об ногу соперника. Ё-моё.
Фу. Да, вот меня Адам все-таки... Богатырев, причем знакомый что-то. Ну, это Тяж, который в Гран-при ASC был. Ну, и такой веселый, хороший парень из Видишь, Ингушетии. тоже еще можно было обсудить Прайм, кстати, да? Том тоже Прайм там тоже, драка да. была Да много было. Да, жесткая. у нас, видишь, говорят. Да, это, кстати, она не попала, да, на трансляцию. Как Её вырезали. Тагар... Прайм это было, это Где вот клачка была, да? Трансна- прям транс- драка Да, это была? было в Сочи. Не Да, Тольятти? в Сочи, по-моему. Тольятти. Тольятти, Там, да. причем один Может из быть, этих Тольятти. участников, где массовая драка началась, он же был Титаны, шоу Титаны участвовал. Да, да, да. И там что-то они... Ну, я посмотрел вот эту нарезку до как бой шел. Оба чуть-чуть нарушали, и, видимо, вот этот накал страстей именно на тот момент Да вот, пришелся. да, все равно чуть, мне, конечно, это все, ну, ладно, они профессиональные спортсмены, но чуть, конечно, есть ощущение, что лига, наоборот, прикольно, что постоянно вот это всё какой-то трэш устраивает. Все равно они же закрыли из-за этого хардкор, из-за того, что, типа, сказали, что хватит трэша, и сами устраивают трэш. Не знаю. Видели прикол? Там, как его, Хейбати выиграл сибирского Сибирского Конора. Конора, и там написали, даже тут дагестанец выиграл ирландца. Вот. М, Прикольно. Да. Ну что ж, ладно, у нас на самом деле много тем, как видите, но уже пленка в кассете закончилась, так что, наверное, перенесем на следующую неделю. Пока. Пока. Хорошо. Кстати, следующей неделе дебютирует в UFC Даниил Донченко, чемпион лиги Найза, в первом бою вечера. Это Мой будет друг. финал ТАФ, друг Жандарбек Кисимова, угощал его в Таиланде бургером. На Поэтому этой неделе ждем. ACA в Алмате. AC в Алмате, точно, AC в Алмате. Родственники Миши приезжают. RCC. Э, Много всего интересного. Короче, будет что обсудить. На следующей неделе, да, будет. Ждите нас в понедельник, смотрите наши каналы. Вот, и Дидара, у него там теперь... Ты в Ютубе ничего... ты последний раз с Пока- Али Ахметовым делал. Да, последний раз у меня был с Али Ахмедовым. Сейчас я... Вот, ушел в Инстаграм тоже. Смотрите в Тредсе. Читайте в Треце, смотрите в Ютубе. Жандарбек в- Кисимов в Инстаграме читайте его. Правильно? Выкладывает всякие классные Жақсы, фотки. рахмет үлкен сіздерге. Біздің бүгінгі подкастымыз сіздерге ұнайды деген ойдамыз. Келесі кездескенше, ағайын. Всем салам алейкум. Да, подписывайтесь на социальные сети лиги Найза. Они все тоже должны появиться на экране. Всем пока.